Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Первый съезд. Школьный климат меняется, создаются школьные театры, организовываются музеи, спортивные площадки. Ахмад Кадыров принял участие в семинаре совещаний председателей Советов региональных отделений Российского движения детей и молодежи. Подробнее о программе мероприятия в этом выпуске. Лучший учитель. Преподаватель чеченского языка и литературы из Чеченской Республики стал обладателем диплома первой степени в межрегиональном конкурсе. О профессиональной деятельности Эдика Бангачиева расскажем в нашем эфире. В любую непогоду. Люди, задействованные здесь, имеют опыт работ на сложных объектах, как в России, так и за рубежом. В Грозном возводится футбольный манеж мирового стандарта. На каком этапе строительства? Глава региона Рамзан Кадыров вместе с соратниками посетил похороны известного дагестанского политического деятеля Магомеда Али Магомедова. Он был знаком с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Руководитель субъекта выразил слова соболезнования семье. Подробнее в следующем сюжете. На похороны известного дагестанского политического деятеля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приехал вместе с муфтием региона Салах Хаджи Межиевым, богословами и многочисленными официальными лицами. Ассаламу алейкум. Магомед Али Магомедова не стало на 93-м году жизни. Много лет он был председателем Государственного совета Дагестана. С речью перед его родственниками выступил муфтий нашего региона Салах Хаджи Межиев. Мы выражаем искренние свои соболезнования. Дай Аллах, чтобы простил грехи нашему хорошему брату Мухаммад Али. Дай Аллах, чтобы сделал его обитателем рая, наделил своей милостью. Мы с теплотой вспоминаем, как он согрел наши сердца, приняв участие в тазиете нашего шейха Шаида Ахмад Хаджида Аллаху Богу. Дай Аллах, Всевышний Аллах, чтобы сделал ему вознаграждение за все. Спасибо большое. Отец очень любил и уважал, и как к дагестанскому народу относился, к чеченскому народу, а первому президенту Чечни, шейху Ахмад Хаджи Кадырову, он относился как к младшему брату. Очень хотел и чем мог помогал его в праведном деле, и для него это тоже была большая потеря, когда произошла трагедия Ахмад Хаджи. Мы эти отношения ценим, мы уважаем отношения моего брата младшего Рамзана Ахмадовича Кадырова. Он сегодня не только для чеченского народа, для кавказского народа, но и для всего народа нашей большой великой страны России является примером, как любить Родину, как ее защищать. Мы гордимся нашими отношениями и гордимся тем, что вы делаете. Вам большое спасибо за это уважение, которое вы проявили в памяти моего отца. Мы вам за это очень благодарны. Богослов отметил, что в регионе в связи с печальным событием был не раз прочитан священный Коран, после чего все вместе сделали дуа. Дай Аллах вам терпение, вознаграждение за терпение. По поручению нашего главы Рамзана Ахматовича нами прочитано 100 раз Коран Хатм, священный Коран. Как вы знаете, когда делается хатм Корана, Всевышний Аллах не спосылает 70 тысяч ангелов, где делают дуа. Прочитано 10 миллионов салаватов за душу нашего покойного брата Мухаммад Али. С вашего позволения мы сделаем дуа.
Будем очень благодарны. чтобы Всевышний отдал Спасибо за то, саваб что вы нашему делаете. брату. Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, всегда дружил с соседними регионами. Он выступал за то, чтобы братские народы Кавказа жили в мире и согласии. Часто выезжал в субъекты, участвуя в различных мероприятиях. Был в близких отношениях с Магомед Али Магомедовым. Присутствовал на церемонии вступления его в должность председателя Госсовета Республики Дагестан. Искренние слова соболезнования выразил в связи с его кончиной Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что политическому деятелю Дагестана был невидан страх. Магомедов всегда боролся за правду. Я очень хотел приехать к нашему дяде дома, когда при его жизни дома, получить мудрые советы дома. Он был великим человеком дома. Он был путеводителем, да, можно сказать, Кавказа дома и защитником всего Кавказа дома. Говорил всегда правду, не боялся дома. После гибели моего отца дома, когда мы возвращались из Москвы, он встретил нас, можно сказать, довел нас до дома, то он и с нами дома поучаствовал, то потом обратно приехал домой. Об этом мы всегда вспоминаем, говорим дома. И это незабываемые дома, вещи дома. Далге что дали особо. Его сын Магомед Салам поблагодарил уважаемых гостей за проявленное великодушие и личное присутствие. Рамзан Ахматович, вы для нашей семьи, для нашего народа Волошинского и для всего Дагестана очень почетный и гость, и брат. Вас всегда здесь ожидает уважение и достойный прием. Но мы хотим, чтобы вы чаще приезжали по хорошим делам в нашу республику, когда будем говорить о дружбе, единстве наших народов. Вы для этого делаете много, и для объединения всей нашей России тоже вы вносите сегодня самый большой вклад. Мы это ценим и уважаем, и выражаем благодарность. Спасибо большое. Рамзан Кадыров всегда поддерживает теплые отношения с братскими народами и чтит память выдающихся людей, деятельность которых принесла огромную пользу обществу, в том числе чеченскому. Напоследок собравшиеся еще раз обменялись теплыми словами и сохранили память фотографиями. Турпал Али Тайсумов, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. В регионах страны идет подготовка к первому съезду Российского движения детей и молодежи. В Москве уже стартовал семинар совещания председателей Совета региональных отделений. По данному поводу председатель Совета регионального отделения Ахмат Кадыров провел ряд встреч. Турпал Али Тайсумов продолжит тему. Марат Закиров, заместитель председателя управления, руководитель аппарата Татарстан. Передаю вам бейдж участника и такой набор представительств, там все материалы съезда. Надеюсь, будет совместная большая работа. Добро пожаловать! Теплым приемом организаторы приветствуют участников первого съезда Российского движения детей и молодежи. Чеченскую Республику представляет делегация в лице председателя регионального отделения Ахмата Кадырова и министра субъекта по физической культуре, спорту и молодежной политике Исы Ибрагимова. В первый день состоялось совещание. Здесь участники встречи познакомились с принципами и особенностями каждого субъекта и планом работ. Страна увидела искренних, настоящих патриотов своей страны. Как бы сейчас не хотелось кому-то девальвировать это слово, это очень важное понимание, очень важное чувство человека, когда он искренне чувствует себя патриотом своей страны. Независимо от того, какие сложности в тот или иной период времени страна не проходила, он безотносительно любит эту страну, безотносительно к происходящему верит в то, что он может реализоваться здесь. От него зависит очень многое, а страна создает для этого все условия. У нас эти возможности с вами есть, и это очень крутая миссия как для человека, так и для служащего, да, который берет эту ответственность на себя. Я вас искренне поздравляю с тем, чтобы те люди, кому доверена эта важнейшая работа в нашей стране. Также здесь прошла встреча делегации из Чеченской Республики с советником президента Российской Федерации Абубакаром Эдельгериевым и министром просвещения страны Сергеем Кравцовым. А после, в рамках сессии движения в двух измерениях в школе и за ее пределами, спикером выступил глава просвещения. Мы видим, где
есть советник, климат в школе меняется, это очень важно. Школьный климат меняется, создаются школьные театры, организовываются музеи, спортивные площадки. То есть вот из этого виртуального мира, в который подталкивают и социальные сети, или какие-то есть и проблемы у ребенка, понятно, мы их помогаем развиваться и немножко выводить из тех возможных проблем, которые у детей есть. Но это тоже определенная и методика, и технология, и очень непростая задача. Поэтому то ответственный, вот Дамир Ильич сказал, я считаю, что ответственность прежде всего вы, на вас. Участники также задавали интересующие их вопросы и предложения по развитию школьной среды. Кроме того, собравшиеся осмотрели образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей», мастерскую управления «Сенеж». Когда мы с вами встречались в холле, мне показалось, что мы уже знакомы практически со всеми. Ну что, добро пожаловать в место силы. Вообще мне очень нравится то, что когда у нас был наш наблюдательный совет, Диана Красовская 20 апреля 2022 года сказала нашему Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту, что было бы здорово, что было бы создано движение молодежи, движение детей. И мне очень радостно, я знаю, что и это радостно не только мне, но и всем нашим коллегам на президентской платформе «Россия – страна возможностей», что вот вы свою первую встречу проводите здесь с нами, и для нас огромная честь вас принимать. Большое спасибо нашим коллегам, которые, в общем-то, верят в нас. Между тем, организаторами было анонсировано, что в дальнейшем основная работа российского движения детей и молодежи будет проходить в субъектах. Все структурные вещи можем сформировать, ресурсами обеспечить, нормативными документами обеспечить, но дальше вся работа проходит в регионах, в конкретном муниципалитете, в конкретной школе, в конкретном молодежном центре. Все дальше происходит на территории. Мы сколько угодно можем рисовать красивые картинки, собрав ваши отчеты, упаковать это в прекрасную презентацию, но фактически только вы, знаете, как на самом деле обстоит дело. И я, когда был, хотел сказать, на той стороне баррикад, но когда был там, в муниципалитете, и много чего мы вместе запускали, только мы знаем, сколько реально участников детского движения, какие они, сколько дублируются, не дублируются, в общем, что они из себя по-настоящему представляют. И только мы это знаем. И только от нас с вами на территории зависит та реальная ситуация, тот реальный охват. Сам семинар призван наладить работу молодежных организаций в регионах России. Это, в свою очередь, даст существенный импульс в развитии молодежи страны. Турпа, Лалита Исумов и Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская республика. Чеченские бойцы успешно справляются с поставленными задачами в ходе спецоперации на Украине. Для эффективности работы их обеспечивают лучшей техникой. Так им помогают и современные тепловизорные коптеры, которые могут определить позиции противника. Обо всем по порядку в сюжете Медины Мударовой. Население Донецкой Народной Республики периодически подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие, в свою очередь, успешно отбивают натиск противников, но это не всегда получается. Так, на днях в результате обстрела в центре Донецка выбиты стекла, повсюду следы нападения, а коммунальные службы ликвидируют последствия. Местные жители за все это время научились быстро справляться с трудностями. То, что в таких ситуациях действительно поможет контролировать наступление недруга, так это современная надежная техника. Коптеры являются незаменимыми помощниками в деле разгрома врага и достижения высоких результатов на поле боя. Это DJI Mavic 3, очень хороший коптер. Плюсы его то, что он прошивается, есть на нем прошивки, его рэп не глушит. Быстрый, качество картинки хорошее. Это EVO 2 с тепловизором, с ночником. Вот. Это его плюсы, то есть работать можно ночью. Но из минусов работать можно там, где не работает рэп, потому что прошивки на этом коптере нет. Современные тепловизорные коптеры помогают точно, без потерь определить позиции противника и впоследствии ликвидировать его. На фронте это самое необходимое оборудование. Мы сможем подготовить в ближайшее время целый ряд специалистов,
которые станут рядом бок о бок с бойцами и будут вести разведку, наводить артиллерию, корректировать работу наших ребят. И командир спецназа генерал Арун Чалаудинов, он понимает всю специфику этой войны, и благодаря ему и Рамзану Ахматовичу Кадырову потихоньку все больше и больше мы внедряем эти технологии. И в целом в скором времени, я думаю, мы уже не будем уступать западным технологиям. Чеченские военные борются с нацистами и фашистами, сохраняя при этом честь и достоинство, защищая мирное население. Бойцы недоумевают, как авторитетные мировые лидеры в лице Папы Римского могут высказывать совершенно необоснованное мнение, сея ненависть и межнациональную рознь между народами. Вот он старый, он не знает, что он говорит. Сами видите, все смеются на него. Наши бойцы страшны врагу страшны мы. Он вот это правильно говорит он. Врагу мы страшны. А вот видишь, мирные люди нас уважают, любят чеченских бойцов Ахмад Запад. Он старый, он дурак, и Байден не видел, ты идешь, как он идет, он так. Они дураки, пускай говорят, собака лает, караван идет. Бойцы спецподразделения «Ахмат» продолжают оправдывать звание одного из самых боеспособных подразделений. Благодаря оперативным и слаженным действиям им удается выполнять все поставленные задачи. Ахмад Запад, Восток, Север, Юг, самые лучшие бойцы, Хузабу, дальше больше. Алхамдулилlah, хастам Аллаху. وفتشوا يأمل جارز مص أصله يشوا تا يوصلوا خلج أصله أحبك شو قدال مولا إن شاء الله دون весь мир дон докажем Россия это сильная держава иншаллах дон. С начала спецоперации чеченские военнослужащие показывают безупречные результаты. Они защищают не только родину, но и основы нравственности, морали, а также свободу вероисповедания граждан. Медина Мударова, Сатсель Мамбукаев, Вести, Чеченская Республика. Преподаватель чеченского языка и литературы из Чеченской Республики стал обладателем диплома первой степени в межрегиональном профессиональном конкурсе учителей субъектов СКФО и Республики Адыгея под названием «Мы разные, но равные». Эдик Бангачиев работает в Старогладовской средней образовательной школе на протяжении нескольких лет. О его профессиональной деятельности расскажет Лейла Муртазова. Ученики 4 класса готовятся к уроку родного языка. Они с нетерпением ждут своего учителя Эдика Бангачиева, ведь на его уроке всегда интересно и познавательно. В своей родной Старогладовской средней образовательной школе, выпускником которой он является, Эдик Бангачиев преподает чеченский язык и литературу уже 15 лет. Совсем недавно он стал победителем в 12-м межрегиональном профессиональном конкурсе учителей родного языка и литературы субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Республик Адыгея. Мы разные, но равные, который состоялся в городе Черкесске. Bus başdoğuşlarımız чакелита конкурс, нохчимет институтира, белгою из руководитель центра курса повышения квалификации Лама Личина. Ир сюртиги энергии, так тига сюрти и дохоле гойчон ошим, тани гейти ешет, гейтир ошим. Так вожу болх бедиги штати цхана, улиса дири гойчон дашта алшу некархларитера хор дош хор предложение штхауш тамилла штjarхал болбирго. Чтобы победить, Бангачиев продемонстрировал членам жюри свое педагогическое мастерство и владение инновационными методиками преподавания. Конкурсных испытаний было 3: визитная карточка, мастер-класс и методическая мастерская. Сигатяга тери квартур полгойбай еще нохчиматти баучишт бабира така и чеккочина тюрен инсинрока ишо тюр хотиротига. Данный конкурс проводится ежегодно с целью укрепления и развития добрососедских отношений среди народов, проживающих в Северокавказском округе, а также повышения профессионального мастерства и социального статуса учителей родных языков. Подобного рода конкурса, где нужно представить родные языки, где в жюри сидят люди, которые твой родной чеченский язык не понимают, нужно еще помимо своего родного языка знать и русский язык в таком профессиональном виде, чтобы достучаться до сердец жюри. И нашему конкурсанту это удалось, и мы очень рады за него. В престижном соревновании педагогов Эдик Бангачиев пробовал свои силы не впервые, но именно в этот раз достиг высокого результата.
Межрегиональный профессиональный конкурс не единственный, в котором участвовал Эдик Бангачиев. Он не раз становился финалистом и занимал призовые места в таких состязаниях, как «Молодой педагог» и «Учитель будущего». В этих стенах уже состоявшегося педагога помнит совсем маленьким мальчиком. Сегодняшние его коллеги были когда-то его учителями. Вся школа болела за него во время участия и поддерживала на протяжении всего времени. Вашему восторгу не было предела. Этой ночью наш коллектив, все такие довольные. Наш ученик, коллега с нашей школы занял призовое место. С теплотой вспоминают своего учителя и бывшие ученики. Да, у нас уроки с ним протекали, как бы сказать, в игровой форме. То есть был урок, но не было ощущения таких, что мы были на уроке. Вот это единственный преподаватель, уроки которого я помню с 1 класса. Для всей школы это большая радость и повод для гордости, что именно их педагог стал лучшим среди стольких конкурсантов. Я был один из первых учителей чеченской языковой школы. Молодых и хороших. Сегодня в республике созданы самые благоприятные возможности для обогащения и популяризации родной речи. Проводятся различные конкурсы и фестивали, выходят журналы, выпускаются передачи, направленные на ее сохранение и развитие. А в 2023 объявлен в регионе годом чеченского языка, ведь он главный символ самобытности народа. Лейла Муртазова, Ризван Насипов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. К 200-летию русского драматурга Николая Островского в Чеченском государственном драматическом театре имени Хампаши Нурадилова состоялась премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова». Сюжет повествует о небогатом, добром, мечтательном и по-детски наивном чиновнике Бальзаминове, который хочет жениться на богатой невесте, но понятия не имеет, как это сделать. На помощь ему приходит сваха. Пьеса поставлена при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации. Она полностью на чеченском языке, но для тех, кто не владеет им, выдали специальные переводчики. Конечно, премьера – это волнительная такая составляющая, но тем не менее, мне кажется, что эта пьеса, эта комедия, она актуальна во все времена, и сегодня как никогда актуально звучит. Ну и потом, я думаю, что людям сейчас нужно побольше таких спектаклей, комедийных, потому что время сложное, тяжелое. Мне кажется, что люди посредством таких произведений и с классикой будут знакомиться, ну и получат удовольствие и отдохнут. О тонкостях работы средств массовой информации, их роли в жизни региона и своей практике в этой сфере молодым журналистам рассказала директор ГТРК «Война» Рузана Веселаева. Встреча прошла в лекционном зале информационного агентства «Чеченская республика сегодня». Прекрасную возможность получить новые знания и советы от более опытных коллег по цеху для новичков предоставил помощник главы Чеченской республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его поручению подобные встречи с профессиональными журналистами проводится на протяжении нескольких месяцев. В нашей профессии очень важно совершенствоваться, потому что журналистика, она меняется с каждым днем, вводятся новые какие-то механизмы подачи информации. И вот такие семинары журналистов, руководителей СМИ, они очень полезны в плане того, что мы передаем опыт, который нами набирался годами более молодым, используем именно те механизмы, которые мы применяли в своей работе. Поэтому я думаю, что это очень важная, полезная практика, и будем надеяться, что она принесет свои результаты. В столице строится футбольный манеж для занятий спортом круглый год. Он будет отвечать всем требованиям мирового стандарта. Комплекс возводится в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни». На каком этапе работы, узнавала моя коллега. Слово Луизе Яхьяевой. Грозный растет и развивается прямо на глазах, прокладываются новые дороги и возводятся высокотехнологичные объекты инфраструктуры. Одним из них станет футбольный манеж, который расположился рядом со стадионом Ахмат-Арена. Из-за отсутствия места, приспособленного для проведения тренировок в непогоду или в зимний период, спортсменам из Чеченской республики приходится выезжать за пределы региона. Для того, чтобы решить эту проблему, в апреле 2020 года началось строительство крытого футбольного манежа. Строительство крытого футбольного манежа начато в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Строительство ведется с целью создания комфортных условий для наших спортсменов, чтобы создать им комфортные условия для подготовки в зимний период времени.
Основными несущими конструкциями являются арки из клееной древесины. Они выполнены по двухшарнирной схеме и имеют в пролете 3 жестких монтажных стыка. Несущие арки здания опираются на железобетонные монолитные стены. В разные периоды, в зависимости от вида работ, на объекте задействовано от 10 до 80 человек и около 15 единиц специальной техники. Люди, задействованные здесь, имеют опыт работ на сложных объектах, как в России, так и за рубежом, а также на Олимпиаде Сочи и на условиях Севера и Сибири. Первостепенное значение отводится вопросам охраны труда, для того, чтобы пока еще, дабы не сглазить, ни одного случая травматизма у нас на объекте не было. Все приспособления, все средства индивидуальной защиты выданы людям по специальному журналу. В настоящий момент основная работа ведется на крыше здания. Для изготовления кровли по арочному покрытию используется высокотехнологичный станок, изготовленный в Италии. Он превращает алюминиевые листы в специальные панели. Уникальность и специфика этих панелей заключается именно в замках, в конфигурации самой панели, которая защелкивается на замках, крепится специальными покрытиями. Ценность этих панелей заключается в том, что под воздействием внешней среды и перепадов температур эта панель не подвергается деформации, выдерживает почти любую снеговую нагрузку и очень удобно и долговечно в своей эксплуатации. Кровли по риверклаку будет завершено, остается только делать декоративные лепесточки, будут сверху, можно увидеть, под систему уже смонтированной для него. Вот, и крыша будет готова. Работы завершены уже на 80%, и уже в марте 2023 года планируется сдача готового объекта. Его технические характеристики будут соответствовать мировым стандартам. Площадь поля 90 на 60 метров, трибуны для зрителей на 300 человек, также оборудованы раздевалки, комнаты для тренеров, методический кабинет, буфет и тренажерный зал. К слову, в свободное от тренировок и матчей время манеж будет доступен жителям Чеченской Республики. Объект находится на конечном этапе строительства, и после укладки внутреннего травяного покрытия и завершения работ над фасадом здания манеж будет готов к эксплуатации. Матчи в нем будут проходить круглый год. Луиза Яхяева, Сайдамин Мусаев, Ислам Ибрагимов, Сайдамин Дутмирзаев. Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.